От древних форм подачи информации до современных инновационных технологий. Почта России сегодня – это настоящий центр притяжения. 30 лет отмечают люди, которые не устают выполнять огромный объем работы и нести нам письма. И каждый конверт, и каждая посылка непременно находит своих адресатов. В зале настоящие профессионалы своего дела, которых объединяет особая миссия. Приветственно адрес и поздравления от главы Ингушетии в честь празднования 30-летнего юбилея создания российской почты зачитывает первый вице-премьер Олег Фурсов. Во все времена почтовая связь играла значимую роль в развитии общества, начиная от древних форм передачи информации до новейших технологий. Важность почтовой связи для общества проявлялась на всех этапах истории человечества, и в современном мире ее значимость остается актуальной. Сегодня почта по-прежнему является одним из самых массовых видов связи, неотъемлемой частью социально-производственной инфраструктуры общества и выполняет не только основную обязанность, но также представляет широкий спектр востребованных услуг. Примите слова искренней благодарности за добросовестный труд, за преданность выбранной профессии. Желаю вам успехов во всех начинаниях и новых производственных достижений на благо Ингушетии и России. Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия. Глава Республики Ингушетия Калиматов. Почта была и остается самым востребованным центром информации. За 2023 год сотрудниками всех почтовых отделений республики отправлены и вручены более 2 миллионов простой и заказной корреспонденции. Доставлено 160 тысяч внутренних посылок и более 11 тысяч международных отправлений. Нами открыто 2 новых отделения связи в помещениях, переданных органами государственной власти на безвозмездной основе от собственности Почты России. Также нами отремонтировано 3 сельских отделения связи в рамках поручений президента Российской Федерации. В зале присутствуют ветераны почтовой службы, многие из которых стояли у истоков создания в республике почтовых отделений. Среди них и первый начальник управления Федеральной почтовой связи Ингушетии Магомед Эфенди Мальсагов. Всех благ, здоровья, на благо, как говорится, Родины. Ну и работать честно. Дал бяшню лучше, дал Бог лучше. И вот самый важный момент. Почетными грамотами главы Ингушетии, грамотами правительства республики, юбилейными медалями 100 лет образования ингушской государственности награждают отличившихся в своей профессии. Диана Сигаури вот уже 20 лет доставляет письма жителям города Сунжа. Свой профессиональный праздник, как правило, она проводит на работе. Но в этом году решила отпраздновать со всеми. Все-таки юбилей. К каждому адресату относится как к родному. И не случайно обладатель 2-го места в конкурсе «Лучший почтальон». Можно сказать, те люди, к которым я хожу каждый день, это как моя семья, как моя 2-я семья. Поэтому они ничем не отличаются. Я ничем не отличаюсь ни от них, ни от меня. Потому что мы уже годами, десятилетиями связаны друг с другом. Как человек, который несет или благую весть, или плохую весть. Конечно, всегда боишься, что плохую весть приходится нести людям. Хочется, конечно, все хорошее только нести и радостные вести. А вот Лидия Мистоева в своей профессии более 40 лет. Женщина уверена, такую работу нужно любить. За годы через ее руки прошло немало посылок и писем. У меня очень большой праздничный юбилей сегодня. Я рада, что вот этот день настал, и мы все собираемся. Мы каждый год собираемся по этим праздникам. Да, я помню, как я начинала с оператора работу, после того, как я отучилась в ГПТУ-7 в Грозном. Мне эта работа очень по душе была. Тогда все было по-другому, ручная работа была вся. Хотя она и трудная была, много было нюансов, что рука уставала писать. Но сейчас-то усложнили, сейчас на компьютере мы все это делаем. Работа с клиентами очень интересно. Узнаешь людей побольше. Сегодня в Ингушетии 57 отделений почтовой связи. За 30 лет в этой сфере произошли существенные изменения. Получают и отправляют посылки наши специалисты во все точки России и мира. С каждым днем работа центров становится все удобнее для клиентов. Основные задачи – это, конечно, качество обслуживания, скорость доставки почтовых отправлений. Это является одним из главных наших приоритетов. Мы все с вами знаем, что в основном сейчас очень много маркетплейсов, то есть самый главный фактор – это у нас вот именно доставка почтовых отправлений. Ну, естественно, это наша одна из самых приоритетных задач.
Теперь ну, не только в почтовой деятельности, везде идет цифровизация, то есть внедрение каких-то новых технологий. Мы тоже стараемся в этом направлении работать. В почтовой связи есть возможность приема платежей, оказания всех видов практически банковских услуг. Не выходя из дома, клиент может получить различного рода услуги, возможность без предоставления паспортных данных, ну, изначально ты предоставляешь, а потом уже дальше, получается, по QR-коду, по электронной подписи получаешь все услуги, весь перечень, который мы предоставляем. Это и коммунальные услуги, и почтовые, и банковские услуги. После торжественной части все продолжают работать, ведь почта – это живой механизм, и здесь останавливаться нельзя. Рина Чуева, Али Зязиков, Магаз 24.